Сухумская филармония стала финальной площадкой масштабного музыкального марафона. Конкурс «Лаборатория», созданный народной артисткой Абхазии и заслуженной артисткой России Алисой Гицба, за 4 года превратился в международный проект, где встречаются певцы, пианисты и концертмейстеры из разных стран. В этом году наш конкурс проходит уже в 4-й раз. И он немножечко видоизменился по сравнению с тем, с чего вообще начинался наш конкурс. Начинался он в 2022 году в Сухуми и назывался международным вокальным конкурсом. Далее в следующем году конкурс изменился и добавился еще один город – Москва. Такой своеобразный культурный мост между Россией и Абхазией. И конкурс стал называться музыкальным конкурсом. У нас было более 215 заявок всего вместе. И в финал у нас вышло около 24 человек всех вместе. У нас единая неделимая премия Гран-при, и все остальные номинации мы разделили тоже 1, 2, 3 места по двое, потому что очень много талантливых ребят, и хотелось, конечно, как-то сделать им всем приятное, как-то их всех отметить. И кроме денежных призов мы еще подготовили для них очень много специальных призов от наших партнеров. Очные прослушивания прошли в Москве и Сухуми. Из 200 участников лауреатами стали 18 исполнителей в 3 номинациях: оперное пение, камерное пение и искусство аккомпанемента. Конкурс называют «Лабораторией» не случайно. Здесь участники не только соревнуются, но и учатся у педагогов, проходят мастер-классы и находят новых творческих партнеров. Этот конкурс необычен тем, что это не просто конкурс. Многие конкурсанты получают уже контракты на работу, их приглашают уже работать. То есть здесь идет работа не просто конкурсная, еще и менеджмента, и продюсерства. И, допустим, я уже посмотрев некоторых музыкантов, я уже задумываюсь на том, как их пригласить в Мексику, чтобы они там исполнили. То есть это немножко идет дальше, чем просто конкурс. Раскрываем возможности для молодого поколения. Каждый год конкурс вообще он обретает новые горизонты, раскрывается на международную публику. И это радует. Это очень радует, и над этим еще, конечно, надо работать, но я думаю, что идем по правильному пути. Открываемся Латинской Америке, открываемся Африке, это очень нужно. И все в Абхазии. С каждым годом география конкурса расширяется. Заявки пришли из России, Абхазии, Венесуэлы, Никарагуа, Мексики и других стран. Лауреатом 2-й премии в номинации «Оперное пение» стала певица из Никарагуа Катерин Веласкес, приглашенная в Абхазию по линии культурного сотрудничества. Ее награду вручил министр иностранных дел Олег Барциц. Я очень рад, что растет география этого замечательного проекта, который придумала и начала осуществлять наша замечательная, выдающаяся соотечественница, народная артистка Республики Абхазия, заслуженная артистка России Алиса Шаловна Гицба. Это еще один мост между нашими народами, между нашими культурами. И, как выясняется, это еще мост во многие другие страны. Я с большим удовлетворением хочу сказать, что наша замечательная гостья Катерин Веласкес Дуарте сегодня с нами. И это еще одно реальное наполнение нашей дружбы и союзничества с замечательной, дружественной, братской нам Республикой Никарагуа. Главный приз конкурса Гран-при и первую премию в номинации «Искусство аккомпанемента» получил пианист из Москвы Александр Широков. В гала-концерте он выступал вместе с супругой, артисткой молодежной оперной программы Большого театра Анной Юркус. Их дуэт стал одним из самых эмоциональных моментов вечера. В финале конкурса выступили и представители Абхазии. Для молодого музыканта Давида Чакрян участие в проекте стало важным шагом на пути профессионального роста.
Я безумно счастлив, что я добрался до третьего тура, до финала, приехал на историческую свою родину, прозвучал здесь и прозвучу еще раз. И уверен, что, по крайней мере, надеюсь, что не последний раз, что это только начало. Очень много появилось новых друзей, товарищей. Безумно приятно что сюда приехали вместе со мной очень талантливые певцы, пианисты, и что Алиса Шаловна предоставила нам возможность поучаствовать в различных мастер-классах. Очень много жанров было затронуто на мастер-классах, и мы очень много полезного вынесли оттуда. Среди лауреатов пианистка из Москвы Анна Котенева. Ее дуэт с вокалисткой Екатериной Мишиной занял 2-е место в номинации «Искусство аккомпанемента». Этот конкурс – это замечательная возможность для музыкантов, для пианистов, для концертмейстеров и для вокалистов, потому что он открывает новые возможности, новые горизонты. Замечательные члены жюри, замечательное место, замечательная филармония. Я вообще очень счастлива, что нахожусь в этом прекрасном месте с такими прекрасными людьми, познакомилась с удивительными вокалистами, с ребятами тоже, пианистами, концертмейстерами. В общем, я очень счастлива и очень благодарна Алисе Шаловне за организацию этого конкурса. За 4 года конкурс лаборатории Алисы Гицба стал заметным культурным событием в мире музыки. Его поддерживают Президентский фонд культурных инициатив России и правительство Абхазии. Впереди гастроли лауреатов по городам России и новые творческие открытия, которые продолжат объединять музыкантов разных стран. Заур Кварча, Инала Кухава, Абазатова.